Главное управление МЧС России по Башкортостану опровергает повсеместное закрытие магазинов в многоквартирных домах. Изменения вступили в силу с 1 августа этого года. Обсудим детали и нюансы вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня вместе с нами первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов. Эдуард Миневалевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по порядку. С 1 августа вступили изменения. В чем они заключаются, в чем их суть? Изменения в свод правил номер 4 вступает в силу с 14 августа. С 14 августа. Приказ МЧС России, он подписан 14 февраля, то есть в соответствии с законодательством полгода выдержано. Данный нормативно-правовой акт, он прошел все необходимые процедуры, то есть согласование со всеми министерствами и ведомствами, а также публичное обсуждение. И вот с 14 августа он вступает в силу. Это раз. Почему такое разночтение? СМИ подавали именно подачу с 1 августа. Ну, я не знаю. Ну, то есть правильно говорить, с 14 августа. С 14 августа. Так, хорошо. Вступает в силу. Это раз. На что хотелось бы обратить внимание. Из вновь введенных требований новые, что нового там? Это размещение магазинов строительных материалов, это в жилых домах и общественных зданиях, за исключением общественных зданий, которые осуществляют предприятия торговли. То есть в предприятиях торговли их можно размещать. А также в жилых многоквартирных домах это магазинов мебель. Остальные все требования, они и ранее существовали. То есть вот эти изменения, они у нас вступают с 14 августа. Каков процент именно точек продаж, которые вот попали под ограничения у нас в Башкортостане? Какое количество магазинов это коснется? Данную статистику мы не ведем, потому что МЧС России с 1 января 2007 года она не участвует в процессе ввода в эксплуатацию, разрешения на эксплуатацию в ходе строительства и реконструкции. Мы проводим только надзорные мероприятия на введенных в эксплуатацию зданиях. Что касается объектов данной категории. Данная категория у нас относится к классу пожарной опасности, это умеренного риска. У нас рискоориентированный подход. Соответственно, проверки в данных объектах мы можем планировать не чаще раза в 6 лет. Это раз. Поэтому с 14 августа никто не придет и не запретит осуществлять свою деятельность. Это первое. Второе. В соответствии со статьей 4, частью 4 Федерального закона о требованиях к пожарной безопасности, у нас определено, что новые требования, они распространяются только на новые объекты, вновь введенные. То есть те объекты, которые у нас существовали, у нас оснований для предъявления этих требований у нас нет. И также у нас об этом же и говорит и Конституция, основной закон, это что закон обратной силы не имеет. То есть это коснется прежде всего вновь вводимых и объектов, так скажем. Плюс я бы хотел обратить внимание всех о том, что МЧС России, опять-таки, у нас применяется гибкая система нормирования. Есть обязательные требования, которые изложены в федеральном законе ФЗ-123 о требованиях пожарной безопасности. Это обязательные требования. И есть добровольного применения. В частности, вот это СП-4. И в соответствии с тем же законом ФЗ-123 о требованиях пожарной безопасности, собственник объекта выбирает способ подтверждения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Их 9 способов. Мы, как государственный пожарный надзор, один из 9 способов. То есть, в принципе, никаких ограничений и для беспокойства каких-то этих я не вижу. Какие цели преследует МЧС, когда вводит вот эти новые требования? Каким должен быть ожидаемый эффект и результат? Анализ пожаров на объектах данной категории показывают, что вот именно вот эти категории объектов, да, они, то есть повышенный риск пожаров на этих категориях объектов подвергаются жизни и риску жизни и здоровья граждан, находящихся в этих жилых домах. Поэтому определенные ограничения они и налагают, исходя из анализа пожаров, так скажем.
Ну, не секрет, мы все жители Уфы, да, и вот последние резонансные пожары у нас в многоквартирных домах показывают, что даже простые ящики, лари, расположенные у нас в лестничных клетках, да, подвергают риску большое количество граждан. Поэтому говорить о том, что отсутствует угроза возникновения пожара, да, и распространения его на жилую часть в магазинах мебели, да, и других магазинах строительных, где обращаются легковоспламеняющиеся горючие жидкости и большая пожарная нагрузка, мы говорить не можем. Но, еще раз повторюсь, то есть этот документ добровольного применения, и собственник может подтвердить соответствие его, при условии, что это опять-таки это многоквартирный дом, и необходимо его согласовать со всеми жильцами, то есть есть требования законодательства и в этой области. А как осуществляется взаимодействие с жильцами многоквартирного дома, вот, между собственниками коммерческих помещений и теми, кто там живет? Здесь нормами пожарной безопасности эти вопросы не регулируются, то есть я не могу комментировать, то есть я не знаю, каким вы не образом. знакомы с практикой? Я с этой практикой не знаком, да, то есть это из области другой, так скажем. Знакомы ли вы с заявлением бизнес-омбудсмена Башкортостана Флюра Садольна? Он заявил, что вот эти требования, которые сейчас вводятся, они могут уничтожить предпринимательство как класс. Как вы можете прокомментировать его слова? Я в этой области не могу комментировать, так скажем, но я еще раз повторюсь, что с 14 августа тотальной проверки данных объектов не будет. И в данном случае все эти нововведения, они осуществляются, изменение нормативно-правовой базы происходит в рамках регуляторной гильотины, которая у нас вступает в силу с 1 января 2021 года. То есть у нас идет оптимизация нормативно-правовых актов. Исключается дублирование, сокращается количество нормативных требований обязательно. Поэтому я думаю, это уменьшение нагрузки. И я с уверенностью говорю, что оно не поставит крест на предпринимательстве, это точно. Это, я еще раз повторюсь, проверки данных объектов возможны только при обращениях и заявлениях граждан при условии, обязательном условии согласования с органами прокуратуры. То есть, если там будут основания для проведения проверки. Это раз. Второе, то есть, ну, вот из смысла, что там закрывать объекты будут. Закрыть объекты МЧС России не может. То есть, мы предъявляем требования, и возможность приостановления деятельности наступает. Это в случае невыполнения, повторного невыполнения предписаний, то есть это должна быть как минимум третья проверка, это касающаяся МЧС России, а не других ведомств. Третья проверка при условии наличия угрозы жизни и здоровья граждан, только в том случае материалы направляются для принятия решения в суд. И суд принимает решение или оштрафовать, или приостановить деятельность. МЧС России не приостанавливает. И у нас, говорю же, применяется рискоориентированный подход. У нас есть объекты, которые чрезвычайно высокого риска, которыми мы занимаемся. Объекты данной категории мы не планируем. И проверки в них проводятся в случае поступления жалоб, заявлений, а также поручений правительства и так далее. Кстати, вот вопрос про гильотину и рискоориентированный подход был мой следующий вопрос. Расскажите, вот до вступления новых требований с начала следующего года, да, какая картина сейчас? Вы, вот, по результатам проверок чаще всего какие меры принимаются в отношении предпринимателей? Во-первых, хотел бы обратить внимание, да, то есть вот у нас совсем недавно подводился итоги индекса административного давления, да. Башкортостан улучшил там позиции значительно. Позиции, да, в том числе и Главное управление МЧС России мы значительно улучшили свои позиции, мы сократили ряд вопросов. По многим, по ряду критерий мы улучшили свои показатели, это раз. В настоящий момент у нас это отрегулировано, то есть у нас кроме рискоориентированного подхода, да, то есть хотел бы обратить внимание, что у нас, допустим, более 776 тысяч объектов надзора. Из них мы проверяем только 10%.
2000 объектов. То есть остальные мы вообще не планируем. А в категорию чрезвычайного высокого риска у нас попадает порядка 2% объектов. Допустим, на этот год плановые проверки, они вообще отменены, да, в связи с пандемией, ковидом. Внеплановые проверки, все внеплановые проверки, даже по контролю за предписаниями ранее действующим, мы проводим по согласованию с прокуратурой. Вот если брать этот год, мы его планировали, план на этот год был в прошлом году у нас сверстан, за 15 дней до начала календарного года он был согласован с прокуратурой и размещен на сайте. У нас там всего 8% проверок предпринимателей. И проверки проводятся и планируются только предприниматели, которые осуществляют свою деятельность. Это детские сады, школы, то есть те, которые после трагедии, лагеря, после трагедии на Сям-озере мы можем планировать и с массовым пребыванием людей. Вот все. Ну и если коротко, несколько рекомендаций предпринимателям. Самая главная рекомендация, да, то есть у нас на сайте Главного управления МЧС России, да, есть номер телефона, да, горячей линии по разъяснению нормативных требований. В каждом конкретном случае мы можем проконсультироваться, довести в доступной форме, да, каким образом можно обеспечить свою безопасность. Также хотел обратить внимание, что мы с желанием участвуем во всех мероприятиях, проводимых аппаратом уполномоченного по правам предпринимательства. Совсем недавно под руководством Флюра Мирзагитовича проводили плановые мероприятия. Это там единый день отчетности, где все надзорные органы доводили, какую работу проводят, и отвечали на поставленные вопросы. Мы всегда готовы, открыты, и сложностей нет. И еще раз хочу подчеркнуть, что даже вступление в силу изменений позволит проводить работу и открывать магазины и обеспечивать там работу, да, предпринимательскую деятельность при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Спасибо большое, Эдуард Здесь Минвалиевич. нужно баланс соблюсти безопасности и развития бизнеса. И не только в этой сфере, а во многих. Спасибо большое, Эдуард Минвалиевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов. И мы говорили о предстоящих изменениях запретов для магазинов в многоквартирных домах, которые вступят в силу с 14 августа.